Хайырлы күн, хөрмәтле абитуриенттар. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я, Хусаинова Лейля Митхатовна, расскажу вам о вступительном испытании по программе магистратуры «Восточные языки профессиональной деятельности. Арабский, турецкий, китайский языки». Экзамен проходит дистанционно. У нас экзамен называется комплексным и включает два вида работы. Это тестирование и реферат. Тестирование включает 25 тестовых заданий. Структура тестовых заданий по языкам. То есть, если вы поступаете по направлению китайский язык, вы выбираете тесты по китайскому языку. Если вы поступаете на направление арабский язык, то вы выбираете тесты по арабскому языку. И там уже далее по китайскому, по арабскому, турецкому, по каждому направлению дано всего 25 вопросов. Минимальное количество баллов это 50, вам нужно набрать в сумме за тестирование и реферат. И максимальное количество это 100 баллов. Обращайте внимание вот на этот момент, то есть баллы суммируются. Продолжительность вступительного испытания ограничена, всего дается 60 минут, и особое внимание обращаем на то, что всего одна попытка у вас. Дистанционная форма сдачи экзамена, про это было уже сказано. И нужно запомнить следующее. Первый вход через логин и пароль, которые отправлены вам на электронную почту. Уважаемые абитуриенты, бывает иногда наши письма пропадают, поэтому убедительно просим проверять папку спам. Возможно, логин и пароль ушли в эту папку. Последующие посещения сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Значит, заранее вам нужно будет подготовить ваш паспорт, уважаемые абитуриенты. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас есть только одна попытка, о чем я уже вам сказала. Расписание вступительных испытаний размещено на сайте приемной комиссии. На слайде вы видите ссылку на наш сайт, находите вкладку «Магистратура» и далее уже смотрим расписание консультаций и вступительных испытаний магистратуры на текущий учебный год. На нашем факультете экзамены пройдут в начале августа. Как было уже сказано, что по направлению восточные языки профессиональной деятельности предполагается комплексный экзамен. 11 августа проходит консультация. И если вы подали документы с 20 июня по 6 августа, то вы можете сдать экзамен 12 августа. Время с 10 утра до 10 вечера. И для вас резервный день это 17 августа. Здесь уже время с 10 до 5 вечера. Если же вы подали документы после 7 августа, то для вас экзамен будет 16 сентября. Время с 10 утра до 10 вечера. Резервный день для вас это 21 сентября. Время с 10 утра до 5 вечера. Всех, наверное, волнует вопрос, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Мы подготовили по каждому направлению программу вступительных испытаний. Для этого вам нужно зайти на сайт приемной комиссии, ссылку вы видите, находите вкладку «Магистратура» и выбираете программу по нашему направлению. Напоминаю, наша программа – это восточные языки профессиональной деятельности, арабский, турецкий, китайский языки. Программа включает общие требования. Здесь даны разделы, по которым нужно будет подготовиться. Вот, например, раздел «Восточный язык и арабский язык» включает общие теоретические вопросы по арабскому языкознанию и арабские заимствования в тюркских языках.
Восточный турецкий язык. Здесь тоже два направления. Далее идет подпункты. Это общие теоретические вопросы турецкого языкознания, письменность тюркоязычных народов в древнетюркскую эпоху. И третий раздел китайский язык. Общие теоретические вопросы китайского языкознания. И следующее – возникновенной системы китайской письменности, категории письменных знаков, понятия графемы и ее функции. Самое главное, здесь дана литература, по которой вы можете готовиться к нашим испытаниям. Далее на слайде видите примерные задания. Все задания, напоминаю, подготовлены на русском языке. Как было сказано, следующий этап – это реферат. Требования к реферату также даны в программе. Объем реферата всего 15-25 страниц. Примерные темы реферата также даны в нашей программе. И здесь уже критерии оценивания реферата. Особое внимание обращаем на актуальность темы исследования, новизну, самостоятельность постановки проблемы. Смотрим на литературу, которую вы использовали при написании реферата. И, конечно же, не забываем о том, что реферат – это научная работа, поэтому научный стиль выдерживаем и оформляем по требованиям. И на последнем слайде даны контакты. Здесь я указала свои данные, Хусаинова Лиля Мирхатовна, напоминаю. Указала свою почту, личную почту, можете написать, если есть вопросы, на почту. Телефон, номер телефона, где есть WhatsApp, и общие контакты – это сайт нашего университета и конкретно вам раздел абитуриенты. Это все, что касается поступления, все здесь дано. Уважаемые абитуриенты, от всей души желаю, чтобы вы достойно выдержали испытания и стали студентами Акмулинского университета. Успехов! Умуштар. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас
открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.